Вот, yes. Вот, Шон, отлично. Сразу видно настоящий татами. Супер, супер. Амина, и сильнее смотрите, вот так вот защипываем. Вот. Напоминаю, блюдо у нас называется вак белеш. На самом деле есть еще и зур белеш. Зур это большой. Так, вот что у нас получилось, дорогие зрители. Посмотрите вот на камеру. Американский, московский, казанский вариант. Он такой. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас необычные гости, я с удовольствием рад их представить. Очаровательная актриса, режиссер, сценарист Амина Жаман. Аплодисменты, Амина, здравствуйте! Ну и впервые на нашей кухне звезда из Голливуда, которая прилетела из Америки на фестиваль мусульманского кино. Встречайте, режиссер, сценарист, актер Шон Стоун. Шон, hello! Nice to meet you! Шон Стоун родился в Нью-Йорке, окончил Принстонский университет Соединенных Штатов Америки, по профессии историк. Карьеру в кино начал эпизодическими ролями детей и подростков в фильмах своего отца, кинорежиссера, трехкратного обладателя премии «Оскар» Оливера Стоуна. В качестве режиссера в 2005-2012 годах снял 7 документальных фильмов. В 2012 году, во время съемок очередной документальной ленты в Иране, принял ислам, выбрав мусульманское имя Али. На Казанский фестиваль Шон Стоун приехал с фильмом режиссера Анура Смайна «Поле битвы», в котором он сыграл бывшего американского ветерана, воевавшего в Ираке. Фильм спродюсировала Амина Жаман. Амина Жаман – режиссер, сценарист, креативный продюсер, актриса, автор и исполнитель песен, арт-директор Нью-Йоркского кинофестиваля. Родилась в Нальчике в Кабардино-Балкарии, позже переехала с семьей в Москву. Окончила актерский факультет ГИТИСа и аспирантуру, кафедра истории зарубежного театра. В свои 30 лет уже сняла 3 фильма, в которых выступила не только режиссером, но и автором сценария, актрисой и автором музыки. Амина Жаман – лауреат международных кинофестивалей в США, Греции, Армении, России и Украине. Я рад, действительно рад в такой компании звезд оказаться и с удовольствием сегодня научу вас готовить вкусное татарское популярное блюдо вак белеш. Ну и чтобы приготовить это вкусное татарское блюдо, вы должны будете мне помочь. Шон, я прошу тебя порезать лук. Onion, please. Мелко-мелко-мелко. Вас попрошу порезать говядину. Мелко-мелко мы режем примерно вот на такие кубики. Ну а по старой доброй татарской традиции я, как хозяин дома, буду смотреть, как вы работаете. Хорошо? Хорошо. Ну нет, конечно же, я просто так без дела не буду стоять. Я приготовлю стандартное тесто из муки, одного яйца, соли и воды. Итак, одно яйцо. Немножко водички. Самое легкое задание у вас. Вы знаете, это отличительная часть татар, да, мы всегда берем на себя самую легкую часть в любом деле. Шон, готовили вообще хоть какое-то блюдо сами? Я готовлю в основном очень простые вещи, то есть мясо любого рода, а так обычно просто в Америке заказываем в ресторане, нам приносят. Шон, скажите, пожалуйста, и Амина тоже, потом я от вас хотел услышать этот ответ. Вот здесь, пребывая у нас на Казанской земле, попробовали наши традиционные блюда? Если да, то что именно? Я попробовала несколько вещей, но все состояло из хлеба, мяса и картошки. То есть эти были вот постоянные ингредиенты. Но я вам советую все-таки делать мясо с овощами. Я пробовала только чак-чак. Чак-чак? То есть из-за того, что Шон все съедал, вам просто не доставалось? Меня вообще не пригласили на обед. Вас вообще не пригласили? Вот как поступать с продюсером. Нет, вас пригласили, заметьте, приготовить самой сегодня и все это съесть. Амина, вот как продюсер вас прошу, впервые ли вы в том числе, да, и Шон у нас здесь, в Казани? И кто вас пригласил на фестиваль мусульманского кино? Казанский международный фестиваль мусульманского кино – один из крупнейших отечественных киносмотров. Проходит в столице Татарстана с 2005 года и поддерживается президентом Республики Татарстан, мэрией Казани, Министерством культуры Республики и Советом муфтиев России. Он проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога». В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости, толерантности. В профессиональной среде Казанский кинофорум получил статус фестиваля гуманного кино.
В этом году программа кинофорума собрала больше 800 заявок из 56 стран мира. В основной конкурсный список в итоге вошли 65 фильмов. Я в Казани второй раз. Была здесь в 2013 году, тоже на фестивале мусульманского кино, и представляла фильм «Право любить», самый успешный фильм в истории Казанского кинофестиваля. И сейчас уже второй визит, тоже с новым фильмом «Поле битвы», режиссер Ануар Смаил, и в главной роли Шон Стоун. Это уже наша вторая картина вместе с Шоном. Мы работали вместе над фильмом «Человек в кино», экранизация американской классики, пьесы Юджина Онилла. И нам очень нравится в Казани. Казань – прекрасный город, очень чистый, с очень добрыми людьми. И каждый раз он становится еще красивее и красивее. Столько новых зданий, вообще очень красиво все. И я недавно была, кстати, на Днях культуры Республики Татарстан в Москве. И на концерте в Доме музыки. Вообще то, как Татар-кино поддерживает национальный кинематограф и Совет муфтиев поддерживает кинофестиваль, вызывает восхищение. И все, что вы делаете для развития национального кинематографа и продвижения татарской культуры, сохранения татарского языка в России, это пример для подражания другим республикам. Как приятно слышать, Амина, от вас эти слова. Ну, знаете, такими темпами только остается полностью ждать вашего переезда к нам. Большое спасибо. Шон, хочу спросить у вас, вообще общее впечатление о России, в том числе и о Казани. Нравится ли наша культура, нравится ли наш город, нравятся ли наши девушки? Все знают, что в России красивые девушки, а в Казани именно те девушки, которых берут в жены. Город очень тихий, но очень красивый. Тихий город, может быть, вы пригласите 4 миллиона москвичей сюда переехать. Шон, сейчас я попрошу вас пожарить лук на растительном масле. Это оливковое масло, пожалуйста, обжариваем. Так, вот вам специальный приборчик. Вот так вот весело, дорогие друзья, в нашей компании. Но сейчас я бы хотел поговорить о фестивале и о той картине, которую вы привезли к нам в город Казань. «Поле битвы» она называется. Расскажите, о чем идет речь. Это художественная картина, короткий метр, 20 минут. В Америке это называется featurette, что-то между коротким и полным метром, да, то есть не 5, не 10, а 20. Фильм повествует о трагических последствиях иракской войны в жизни беженца из Ирака, который сейчас проживает в Лос-Анджелесе и работает водителем Убера, и ветерана иракской войны, американца Бобби с посттравматическим синдромом. Именно Бобби и играет Шон Стоун. Великолепно и он, и Ануар Смаил воплотили своих персонажей. И фильм гуманистический, о том, что никто не выигрывает в войне, все проигрывают. И о том, что нужно уважать культуру друг друга. И только при уважении вообще есть шанс у любви и у мира. Шон, скажите, пожалуйста, как вы готовились к роли в этом фильме? И, может, какие-то были сложности? Или, наоборот, роль далась вам с легкостью? Я обратился к группе, которая называется «Спасите солдата». Это группа бывших военнослужащих, то есть это ветераны, которые получили посттравматический синдром, и, так сказать, им помогали, то есть они, так сказать, в этой группе находясь, как-то пытаются друг другу помочь. Я провел с ними время, я пообщался с ними, я как-то понял, как это вообще, что это означает, иметь такой синдром и страдать, и вот через все это пройти. То есть я вот наблюдал за ними. Ну, в принципе, я вырос вокруг, то есть в моей семье были ветераны, в том числе мой отец. И мой отец также страдал, поэтому я, наблюдая это в своей повседневной жизни, в своей семье, мне это тоже помогло понять, как вот сыграть лучше эту роль. Шон, кстати, как раз речь зашла о вашем отце, хотел спросить у вас, тяжело ли быть вот сыном известного режиссера, актера, и как это помогает вот в будущей вашей карьере? В принципе, когда в жизни отец ваш неординарный человек, очень сильный человек, даже будучи, может быть, успешный бизнесмен, может быть, он алкоголик, может быть, то есть, но он явно такой непростой, а неординарный, очень сильный. На нас это влияет, от этого никуда не уйти. И для нас, детей, конечно, мы должны понять, а как найти свой путь, как нам, так сказать, найти свой голос, свою страсть, как вот на этом фоне быть собой. Так, ну а сейчас, как же, Амина, вы красиво порезали мясо. Бигзур Рахмат. Ой, ну за это отдельно спасибо. У вас тоже все в порядке. И сейчас я хочу рассказать про главный ингредиент нашего блюда. Это полба. Это древняя крупа, которую наши
предки использовали в приготовлении множество различных блюд, в том числе и зур, и вак-балеша. Сегодня мы это уже с удовольствием смешаем с мясом, добавим жареный лук, и это будет наша начинка. А я пока продолжу разминать тесто. Так, прошу. Добавляем лук. Прошу, Амина. Ага. Так, Амина, отлично добавляйте. Так, Шон, вы тоже можете добавить, кстати, лук туда уже. Это все, Аня? что я могу добавлять к готовому. Yes. Do you want this in here? Yeah, Yes, he yes, wants to yes. mix it. Шон, я... Do you want to put more? That's it. I think that's enough. Это для меня. Так, можно чуть-чуть еще пару ложек, я думаю. Let me mix. I like to mix. Yeah, Да, please можно, do. можно, конечно, перемешать. Прошу. Especially. Please cook everything until the end, you know? Амина будет отдыхать. Just cook for me. Есть у меня еще один вопрос для Шона. Шон, если бы вы не были актером, вы представляете себя какой-то другой профессии? I don't consider myself an actor. Я человек творческий, я не просто актер, я занимаюсь различного рода творческой деятельностью. У меня свое шоу, я пишу, то есть я не просто актер, я больше, чем актер. Амина, расскажите, пожалуйста, вот участвовать в неконкурсной программе, да, вот почетными гостями и как бы быть вне конкурса, да, вот что это для вас? Это значит быть над конкурсом. Да, над конкурсом. Да, не вне, ну и в том числе и вне, ведь вы действительно вы приехали показать уже готовую успешную картину. Да, она выиграла 9 наград на 9 международных кинофестивалях в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе 5 наград только в Лас-Вегасе, потом в Марокко, и вот сейчас мы в Казани, в России. Для нас большая честь быть здесь, и это потрясающая возможность, потому что это самый престижный международный фестиваль в России. Можно еще раз это услышать? Да, это самый престижный международный фестиваль России. На сегодняшний день самая сильная, интересная и разнообразная программа именно на кинофестивале мусульманского кино в Казани. И для нас это просто потрясающе. И я считаю, что в этом году все стало на свои места. Знаете, не просто фестиваль мусульманского кино, но и фестиваль с звездами мусульманского кино, которые исповедуют ислам. Да? Это так и должно быть, но почему-то я жила этого 14 лет. Да, и хотелось бы поблагодарить исполнительного директора фестиваля Миляушу Айтуганову и заслуженного работника культуры Республики Татарстан Альфию Рахматуллину за приглашение. Бигзур Ахмед. Бигзур Рахмат to all of you. Ну а мы счастливы и рады видеть вас на нашей вкусной программе. И буквально после небольшой паузы мы обязательно продолжим готовить вак-балеш для вас, дорогие друзья. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня звездные гости, очаровательные режиссер и актриса Амина Жаман, аплодисменты. И наш гость из Голливуда, также актер, сценарист, режиссер и просто отличный парень Шон Стоун. Еще раз, Шон, hello. How are I thought we met before. you? Вот такие веселые гости у нас сегодня. Весело, смешно, задорно мы готовим вак-балеш. Амина, все-таки позвольте, вы в гостях в Казани. Давайте я сам продолжу готовить, да? С удовольствием. Тем более у меня готов уже следующий вопрос для вас. Я знаю, что этот фильм не первая работа вместе с Шоном. И расскажите, еще какая картина есть в вашем арсенале, так скажем, да? И насколько легко или тяжело вообще работать все-таки с такими звездами? Ну, работать – это одно удовольствие, потому что они профессионалы своего дела, всегда готовы, всегда знают текст. То есть уже на читку люди приходят, абсолютно владея материалом. Это настолько быстро, четко и интересно, и в удовольствие, что хочется, чтобы съемки не кончались. Но настолько четко они работают, что все быстро заканчивается, и ты уже ждешь еще 2 года, чтобы следующий фильм снять. Мой вам совет, снимайте сериал. Серии 300. Нет, вы знаете, я снимаю то, что я сама буду пересматривать, на что бы я пошла. Вот. И фильм называется «Человек кино». Это одноактная комедия Юджина Онилла и первая в мире экранизация этой пьесы. И Шон сыграл Хенри Роджерса, американского кинопродюсера, а я играла Аниту Фернандес. Вот. Это о любви мексиканки и американца. Тоже как раз диалог культур, через который мы приходим к культуре диалога. В общем, все мои фильмы идеально подходят под программу Казанского кинофестиваля. Не зря 3 уже были в программе. И это ведь еще не конец, ждем вас снова. Это только начало. Ну а сейчас я бы у Шона хотел спросить. Шон, скажите, пожалуйста, как вам работается вот вместе с Аминой? Есть ли какие-то проблемы или каждый приезд в Россию как бы заканчивается, ну вот, удачными картинами, фильмами? I've only been to Russia twice. This is my second time.
Я, по-моему, был здесь 2 раза. Последний раз я приезжал сюда в 2015 году, в Москву. Это был декабрь, было холодно. Но мне очень понравилось, но вот сейчас я здесь. И также моя последняя работа с Аминой, мы снимали фильм. И она очень много смеется, то есть я стараюсь не шутить много, поскольку если я шучу много, тогда у нас у всех лопнут перепонки. Но вы знаете, секрет успешного фильма или спектакля – это если я смеюсь. Если я смеюсь, значит, конечно. Ну а сейчас, дорогие друзья, самый интересный момент приготовления блюда вак-балиш с помощью вот этого приспособления. Обратите внимание, на нашем раскатанном тесте мы сделаем, я первый сделаю сам, вот такие вот кружочки. Немножко надаем. Вау! Wow. Да. О май гад! Вот она, татарская кухня. Ну, в этот момент татары обычно говорят «абау». Прошу, попробуйте, Мина. Let me do that about. Да. Вот так вот. Вот он. Так. Golden Шон. Globe. Yes. Я прошу вас сделать то же самое. How about Can you do it? about? Please. Да. Попробуйте сделать то же самое. It looks like a face now. You see? See, it's like the I eyes, see. Ай. the eye. Okay, the nose. Мгм. Сейчас Шон сделает нос на нашем Yeah. тесте. Да, и будет готова картинка. Да. Вот. A ball. And Супер, then супер. to make a mouth. Так, но нам понадобится еще и специальное приспособление в виде рюмочки. Для того, чтобы для каждого пирожочка еще сделайте крышечку, пожалуйста. Ага, хорошо. Вот. Так что татарская кухня, она ведь проста, Амина. Вы можете в этом убедиться сами. Конечно, особенно когда готовите вы. А вы помогаете. Так, и сейчас попрошу вас выложить немножечко начинки Куда? на каждое основание. Да, по чуть-чуть, вот так вот. Кстати, хотел спросить у вас, Амина, и у вас, Шон, в России в этом году, я с гордостью говорю, прошел чемпионат мира по футболу, в том числе несколько игр состоялись у нас в Казани, на новом стадионе нашем, который был построен к универсиаде. Следили вы за этим чемпионатом и за какую сборную болели? Вот. Расскажите сначала, Амина, вы, потом я спрошу Шона. Ну, конечно, я болела за Россию и следила. У меня было очень много гостей и из Голливуда, мой друг Эухенио Дербеспи, и из Мексики команда Телевисы, крупнейшей телестудии в мире, и из Египта. Ну, настолько все были взволнованы и счастливы, и я впервые увидела в Москве счастливые лица. I was going for Russia. You guys were doing pretty well. I was impressed. Я, конечно, болел за российскую команду, также мне понравились французы, но было бы очень хорошо, если бы российская команда выиграла. Shocked the world. Шон, большое спасибо за эти слова о сборной России. Да-да-да. Вы знаете, что сказать, будучи в гостях в России. Какая мотивация, да? Да-да-да. Мы желаем нашей сборной по футболу, конечно же, новых побед. А вы сейчас попробуйте повторить за мной очень легкие движения, пожалуйста. Давайте Окей. вместе. Repeat after him. Приготовление, please. Okay. Да, приготовление блюда вак-балиш. Мы сейчас тихонечко собираем, приподнимаем края и вот так вот их защипываем. Да, вот так вот. Защипываем. Да. Делаем А, корзиночку вот так, смотрите. Щипцы подайте, пожалуйста. И берем крышечку, так, разминаем и соединяем, смотрите, оп, и пошел процесс. Вот, yes. Вот, Шон, отлично. Сразу видно настоящий татами. Супер, супер. Амина, и сильнее, смотрите, вот так вот защипываем. Вот. Напоминаю, блюдо у нас называется вак-балиш. На самом деле есть еще и зур-балиш. Зур — это большой. Так, вот что у нас получилось, дорогие зрители. Посмотрите вот на камеру. Американский, московский и казанский вариант вак-балиша. Он такой. Yes. Друзья, попробуйте сами, приготовьте вак-балиш, и уверен, у вас получится в 2 раза краше. Но ведь самое главное — это начинка, которая у нас внутри. Так, давайте сделаем еще раз. We can do it again, okay? You do better. Да, и сделаем намного лучше. Так, пожалуйста, мясо, Шон. Ага, нет. Так, прошу, помогайте. Так, отлично у вас получается. Так, Рахмат. Рахмат. Но тут еще есть 3. Шон, я хотел бы вас спросить, есть ли разница между русской школой актерского мастерства и зарубежной, вот если брать конкретно голливудскую школу?
Yes, we gave you Brad Pitt and Tom Cruise. The Russians gave us a lot of. Да, конечно, мы благодарны тому, что и существует метод Станиславского. Он действительно помог многим актерам, таким как Дастин Хоффман, Де Ниро и многие другие. Мы также очень благодарны Восточной Европе. Но даже если посмотреть на Голливуд, все-таки многие актеры, которые оказавшиеся в Голливуде во время Второй мировой войны, они были беженцы из Европы. То есть они бежали от Гитлера, от нацистской. То есть это еврейские в основном были актеры, но вот они же, так сказать, и создали Голливуд. То есть пошло все от них. Отлично все получается. Шон сейчас сделает заключительный вак-белиш, и все это мы отправим в духовку. Но перед этим у меня еще один вопрос. Амина, Шон, скажите, пожалуйста, есть ли для вас, и вообще есть такое понятие, как лучший актер, лучший режиссер для вас, кто-то, с кого берете пример? Амина, вот скажите, пожалуйста. Такое понятие не просто есть, Руслан, за это даже награды дают. В целом-то да. Конечно, мой любимый режиссер — это Оливер Стоун и Мартин Скорсезе. А из актеров Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Гаэль Гарсия Берналь. Шон, расскажите, а для вас фейворит? No, come on, that's a silly question. No, because there's so Существует множество великих актеров и режиссеров, и, в принципе, кого-то называть я не хотел бы. То есть они все замечательные, но у меня есть один, с которым у меня действительно, к которому душа лежит. То есть резонанс есть у меня к нему. Это Тошиба Мифуни. Ну и сейчас финальный момент. Мы перекладываем наши вак-белиши, наши пирожочки на противень, смазанный растительным маслом, и отправляем их в духовку при температуре 200 градусов примерно на 45 минут. Прошу. Так. Да, Амина все красиво положила. Так, попрошу сейчас, запомнил, что он красивое русское слово «так» и «чак». Can I wear this home? Yes, this is present for me. Да, это подарок для Шона. Where does this go? Here, like a necklace. Like a princess. Так, Амин, прошу вас помочь взять Queen of противень. Surkesha, please. Возьмите, пожалуйста, противень. Итак, мы отправляем наше блюдо в духовочку. Прошу, осторожно, не обожгитесь. Да. Как говорит Шон, be careful. Yes. Don't fall in. Вот такая веселая, интернациональная получилась программа у нас. Ну а сейчас мы будем пробовать вак-белиш. Накрываем на стол. Вак-белиш. Мелко нарезали мясо и репчатый лук. Добавили соль, перец и смешали с предварительно замоченной полбой. Замесили пресное тесто, раскатали и вырезали кружочки. Побольше для основания и поменьше для крышечки. На середину каждого кружочка выложили начинку, края защипали, оставив отверстие в середине, которое закрыли крышечкой из теста. Подготовленные вак-белиш выложили на смазанный растительным маслом противень и выпекали в духовке около 45 минут. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. Ну и, конечно, не забываем подписываться на наш канал на YouTube. А у нас все готово. Давайте пробовать. Итак, вак-белиш, который приготовили Амина, Шон и Руслан. Прошу, taste it. You first. Мы первыми, говорит Шон, пожалуйста. Ну, когда-нибудь пробовали что-то подобное? Если бы я приготовила, у меня было Да, больше а специй в нем. Вот так вот, дорогие друзья, татарская кухня сближает народы и поднимает, конечно же, настроение. Готовьте всегда, с удовольствием, в том числе до таких звездных гостей, которые сегодня у нас. Я рад, что вам понравилось. К сожалению, на этом наша программа подошла к концу. Я искренне благодарю вас за то, что вы нашли действительно время в своем плотном графике, за то, что приехали в Казань, за то, что любите наш город. И рад, что я сегодня смог хотя бы вот с чуточкой нашего татарского кулинарного искусства вас познакомить. И надеюсь, вам понравилось. I would say thank you so much for inviting us. Да, спасибо огромное, что нас пригласили. В общем, замечательно было приехать в город Казань. И в следующий раз я привезу новый вам рецепт. Если что-то вам приготовлю такое, что будет много специй. И немножко добавлю в вашу кулинарию специй и больше овощей. Поскольку хлеба у вас слишком много. Ну а в конце нашей программы музыкальный сюрприз, песню мы сейчас услышим, которую Амина исполняла на открытии фестиваля мусульманского кино здесь у нас в Казани. Прошу. I'm here with you, I'm near you. No fear, no tear, no pain. I'm new, I'm free to live, I'm free to give my all
to you that I'm here and I am new. Thank you so much. Большое вам спасибо. До новых встреч. Это была международная программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас на канале ТНВ. Пока-пока. Goodbye. Thank you so much, Tom. Thank you.